Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Правительство России выделит 15 миллиардов рублей на модернизацию дорог в 36 регионах. Дополнительные средства пойдут на финансирование отдельных объектов в крупных городах и городских агломерациях. В рамках программы «Цифровая экономика» правительство России направит 3 миллиарда рублей 13 пилотным регионам, которые внедряют цифровую модель образования. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, модернизацию кабельных сетей, компьютерных сетей в 1700 школах, а также на создание систем комплексной безопасности. Кроме того, с учетом фактической потребности регионов будут перераспределены деньги для выплат семьям, где рождается третий и последующие дети до достижения ими 3 лет. Перераспределение коснется 21 региона. Определены даты 6-го Восточного экономического форума. Он пройдет со 2 по 5 сентября 2020 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Как отмечают организаторы, за годы работы форум стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации. Каждый год здесь собираются лидеры ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. А выставка «Улица Дальнего Востока» стала визитной карточкой форума, которая знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов Дальнего Востока. Напомним, что Якутия подписала на полях 5-го ВЭФ 45 соглашений на сумму свыше 40 миллиардов рублей. Госбюджет Якутии сохранит свою социальную направленность в 2020 году. На эти цели предусмотрено 80% бюджета региона. На социальную сферу и поддержку муниципальных образований, основными расходами которых является выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, предусмотрено порядка 145 миллиардов рублей. Главной целью бюджетной политики на ближайшие 3 года является сохранение стабильности ситуации при обеспечении долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы региона. Инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в поставках сжиженного природного газа из Якутии. Как отметили в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, планируется увеличить объемы производства и найти стратегического партнера в проект. Уже прошли переговоры с потенциальными партнерами из Сингапура, Китая, Республики Корея. Участок межсопочный горнорудного комплекса Нижнеякокитский в Алданском районе Якутии с начала сезона добыл 840 килограмм золота и превысил план на 350 килограмм. На данном участке в этом году была введена схема рециркуляции растворов. Это позволило дополнительно извлечь из ранее отработанного штабеля 25 килограмм золота. В компании «Селегдар» сообщили, что в ближайшей перспективе на узле раздельной переработки руды планируется произвести техническое перевооружение. Еще одно месторождение рудного серебра обнаружили в Кобяйском районе Якутии на участке Кюнкюнюр. Как считают специалисты, его минеральный состав аналогичен первому месторождению, вертикальному. Его уже осваивает компания Silver Bear Resources. Владельцем лицензии на поиски и оценку месторождений рудного серебра на участке Кюнкюнюр является компания НГМК «Капитал». Длина рудоподводящей аномальной области более 3000 метров, ширина до 500 метров. Здесь выделены 2 рудные зоны и галенитовая жила. Содержание серебра в жиле оценивается в пределах от 2500 до 14 тысяч грамм на тонну. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.